Катехеза з князем Олександром Фоміних на хвалях Радіо Марія. Хвала Христу, мои дорогие! Сустракаемся с вами сегодня на хвалях Радио Мария во вторник, и далее будем разважать с вами над аспектом, одним из аспектов плода Духа Святого, ось яких 9, и над аспектом, мы уже разважаем над аспектом супокою. А перед тем, як мы распочнем эту конференцию, попросим Пана Бога, Духа Святого, попросим, каб Ён сапраўды нам благословил в этот час, потому что сам Пан Иисус сказал, что без меня ничего не можете учинить, каб мы, то, о чем мы разважаем, каб оно принесло свой плен, да, каб плод в нашем житті был, не только послухали мы, але каб мы не были такими, как мы уже размовляли с вами, и что слух послухали и забыли, да, каб это зерня Слова Божьего, яким мы разважаем над аспектом супокою в Старым Заповеті, каб яно сапраўды приносило свой плен. У імя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Отец Небесный, просим Тебя во имя Иисуса Христа, Твоего Духа Святого, каб мы сапраўды были детьми Духа, каб то, чим мы чуем от Иисуса Христа, или чули от Иисуса Христа, каб приносило свой плен, каб Дух Святый нас учил, каб той параклет, яким Пан Ісус каже, этот оборонца, этот сутешальник, каб он сапраўды дзейнічаў в нашем житті, каб мы были люди становились больше и больше людьми духовными, из людей телесных мы становились больше и больше людьми духовными, каб сапраўды могли не только слухать, чуть и послухать Твое Слово, але чуть Твое Слово, каб могли жить поводле Твоего Слова и могли, скажем, переживать то, что Ты нам праз костёл пропонуєш, это сакраменты и ось різні речі, як конференції, наприклад, на Радіо Марії і 10 інші речі. Просим ми там так само Найсвятішу Пану Марію, яка була найлепшим учнем Ісуса Христа, якою назвати можна першою християнкою, яка була дана Ісусу Христу. Просим її об заступництво, об молитву, каб вона молилася за нас, і не тільки за нас, але так само молилася за на цю справу Радіо Марія, ось, яку ви можете підтримати. Так само, коли хтось слухає, можна потелефонувати і задати питання. От, під час катехези ми об этом не криху забуваємося, але можна задати питання, то, що дотичить конференції, ось. І так само підтримувати нас молитвою охвіруваннями. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословлена Ти поміж жінками, благословлений плод лона Твоего, Єсус. Святая Марія, Маті Божия, молися за нас грешних, тепер у хвилину смерті нашої. Амінь. Апошній раз ми розмовляли з вами, була говорка об супокої, і розпочали ми розважати таку справу, що супокой з'являється даром самого Бога. Так, це правда. Тому що Бог з'являється Богом супокою, іменно від шалома, яким ми кажемо, да, і він ось не тільки з'являється даром, але він там з'являється так само признаком нашої справедливості, нашого ось справедливого життя. І, на жаль, але вельми часто можна почути, як там в псалмі написано в 73-м, да, на гебрейській мові, що несправедливые не мають осолоду. Ну, але так само в цьому слові написано, що вони вельми хутко загинуть. І тоді ми, скажем, коли ми розважаємо этот отказ на это питання, чому так є, він відкривається більше і більше, коли ми розважаємо над Святим Писанням і сапраўды стараємося жити в духі. Нельзя завидовать, нельзя заздростить людям, які вельми часто можна це почути, що от, зайздрість така у вас, чому
они, вот я хожу в костел, у меня так, а у этих вот так. Мы не ведаем, что за этим плотом там, что он хавает гэты плод іхняго жыцця, там, да, что в этой семье есть, а там те богатые люди не всегда счастливые, да. Большасць из них или люди, які не веруючыя, они несчастливые, потому что страх загубить все. Ведаеце, таксама у меня шмат розных заінтарэсаванняў. Найгалоўнейшае, конечно, это Біблія, але ёсць, скажем, заинтересование такое справами духовными, это о духовном оздоровлении, об этом будем размаўляць с вами, калі будем разважаць на сакраментам пакуты. Вось, але сённяшняе, што датычыць сённяшняга, да, даследаванні былі ў Злучаных Штатах Амерыкі, больш за 90% людзей, якія заможныя, якія багатыя, якія і так далее, маюць, они жывуць в дэпрэсіі, они жывуць в страхе. Чаму? Таму што, скажем, зазноўваюць, скажем, сваё жыццё на багацце і баяцца это багацце згубіць, да? Не ведаюць, што далей будзе. Але чалавек веруючы, ён не павінен так захоўвацца. Мы павінны сабе, скажем, што з'яўляецца крыніцай непакою. Передусім то, што нас непакоіць, то, што было, да? Мы не верым, то, што Пан Бог не прабачыў нам. Ось сатана, он так подсовывает это справа, подсунул эту справу у рай, да, или потом боимся будучыні, да, человек палохаецца, боится неупэўнены, да, и тогда сапраўды, як былі это духовные справы, яны крок по кроку, калі мы читаем, калі мы поглубляемся в Святое Писание, в эту историю избавления, они крок по кроку открываются, и мы с вами менавіта разважаем эти кроки, каб пережить гэта и все. И сапраўды, скажем, сам Бог он является Богом супокойного, да? И мы уже с вами читали это из книги Судьев. Ось я еще раз прочитаю. Книга Судьев, 6 раздел, 24 верш. И то, что зрабіў, учинил человек Гедеон, да, ось, это вельми важно, да, 24 верш, что он зрабіў там ахвярник и назвал его, и устроил там Гедеон жертвенник Господа, назвал его Яхве Шалом. И он еще до сего дня в Офре Авейском, да, назвал, зарабил ахвярник, коли он размовлял с анёлом, переполохался, конечно, коли анёл сказал, что «Витаю тебя, Иваяр великий», он лічил самого себе невеликим, или в Божьих очах сапраўды великим, сховался, но вот и молотил это зерня, как не забрали у него там эти народы, которые, медианиты, какие приходили и ховался, или поверил Пану Богу, и менавіта зрабіў этот ахвярник, назвал его так, да, Яхве Шалом. Ось, Бог супокоил. Мы уже сказали, что шалом это не только супокой, это добробыт, это и здоровье означает, это и сталость такая, да, потому что слово габрэйскае мае вельмі шмат розных значенняў, потому что 9, еще раз повторяю, 9 тысяч только слов всего в Старым Заповете, и одно слово, оно вельми такое широкое мое значение, или менавіта вот этот шалом мы разглядываем, как бы, в таким напрамку с пункту гледжання супокою, да, и Бог з'являється сапраўды Богом супокою, з'являється его даром, да, и сам и он попросту, Пан Бог господарит на небе, он владарит на небе, и он хочет нам дать этот супокой, владарить супокою на небе, книга Йова 25:2, и так само дає нам супокой, книга пророка Ісаї, до якої ми будемо вертатися, ще ось, коли будемо розважати таким есхатологічним супокоєм, який Пан Бог обіцяв, да, і Ісаї, пророк, він каже нам так само, що
Бог нам дає, скажем, дає нам цей супокой, подає нам этот супокой. Исайя 45:7. Прочитаю, припомню вот эту ось. «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и привожу бедствие. Я, Господь, делаю все это». Да? Делаю мир. Да? И Он супокой дає, Он творить супокой. Сам Пан Бог з'являється творцем супокою. Але так само Він жадає, скажем, чоловіку супокою, Псалом 35, 37 вірш. Да, и Он благословляет Израиля. Мы уже с вами читали это благословление с книги Личбов, то если правда, это не только дар, это благословление Божие, благословляет свой народ. Дом Давида, мы уже сказали, да, и другая книга, первая книга Володарства, 2:33, этим благословением является не только и благословение Дома Давида в сенсе того, что он Давида благословил на короля, и так само обещал ему потомство, Соломон, да, але этим благословением является наш Збавца Иисус Христос. Это король супокою. Если мы доберемся еще до Нового заповета, то мы будем разважать им соправды святарства, книга Малахии 2:5. І тим, які довіряють йому, і він дає супокой, ось, як ми не могли спати, супокой. І справді, ведаєте, скажем, ну, это дар, да, і ми сьогодні об этом будемо розмовляти, ось, не тільки, ну, правда, підтягуємо цю розмову. Це дар, справді, який Пан Бог дає, але Ізраїль, він вельми часто закликал до того, как Пан Бог дал. Этот дар можно отримать в молитве. Человек, скажем, не только можно, але без молитвы, без супольности с Паном Богом никого не будет. Там цалком повинен человек довериться Пану Богу. Да? Во многих домах и есть, скажем, его амаль во всех костелах есть этот образ Пана Иисуса Милосердного, там написано «Ісус довіряє тобі». От менавіта, так треба сказати, Пане Боже, я довіряю тобі в цю справу супокою. Да. Ми то передусім перша це молитва, як можемо отримати супокой Божий, який Він дає, та просячи його, молитві його. І, скажем, об этом нам ось кажуть псалми, ну, найбільше, так би скажем, шмат речей у псалмах є, але псалом это не только псалом в разумении как бы нашим таким, да, але псалом это сродок молитвы, молились, наприклад, Халель співали, да, это псалмы, яких співається Аллилуйя перед Пасхой. В Евангелии поводле Святого Марка есть написано, что они заспевали этот Халель, да, и пошли там, вышли. В песнях стопні, коли из Галилеи шли пилигримы, и они поднимались в Иерусалим, они спевали эти песни, просили. Менавіта ось в этих псалмах оно есть, что написано, что просите, да, просите супокою. Псалом 122. Розпочинається так: песня восхождения, песня стопней. «И возрадовался я, когда сказали мне: пойдем в дом Господень. Вот стоят ноги мои во вратах твоих, Иерусалим. Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно, куда входят колено Господни, по закону Израилеву славить имя Господне. Там стоят престолы суда, престолы дома Давида». 6 верш. «Просите мира Иерусалиму, да благоденствует любящий тебя. Да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю: мир тебе. Ради дома Господа Бога нашего желаю тебе блага тебе». Поглядите, сколько разов в этом
З одного боку, пан Бог каже, да, і він каже, як ми просили, там, для моїх братів, не тільки псалміста, каже, але Бог каже, що для моїх дітей, для моїх братів буде этот супокой. Але з другого боку, просите мира Иерусалиму, да благоденствует любящий его. Треба с супокоем молиться. Ненадаремно есть в костеле католицком 1 студеня, это день молитвы супокоя, и святый Ян Павел II вот ввел такие молитвы, да, сустракались разные конфессии, не только разные конфессии, разные религии молились за супокой. Это наиважнейшая справа, как мы не забывались, скажем, молиться о супокой не только, скажем, для тих, для нашей країни, це там для земли, или передусім для себе. Просите мира для Иерусалима, да благоденствует любящий его, да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих, в твоих мурах, да, в твоих межах Минск, в твоих межах Беларусь, в твоих межах особа людская, как в сердце твоем, как этот Новый Иерусалим, эта святыня, святой Павел пишет об этом, что 3 раза, что не ведаете, что являетесь святыней Божией, да, Дух Святый живе в вас. Первое послание до Коринтиянов 3, 16, 17, или так само в 6 разделе он пишет, что мы святыня Духа Святого, в том самом 1 разделе до Коринтиянов, в другим послании до Коринтиянов пишет в 6 разделе так само, да, и менавіта тут ось розпочинається все, откуда розпочинається? З серця чоловіка. Сердце розпочинається страх, тому що чоловік дійшов від Пана Бога, і утек від його, і в серце народжається цей страх. Сатана хоче посіяти цей страх для чоловіка, але треба справді просити. Ради братьев моих и ближних моих говорю я, мир тебе. Да? Братов моих. Тут псалмист кажет об этом супокой, але так само каждому из нас поведать, что коли, видите, я завсёды, я уже, может, с 10 разов и в этой студии згадував эту справу, розмову із святой Матері Тереси, коли вона отримала Нобелевскую премию супокою, то приехал до нее приехал такой журналист из Великобритании. И размовляючи со святой, он так сказал, что вот вы такая святая, вы завсёды кажете о супокое, а где тут супокой? Святая, то вельми, святая святые, это вельми трапно так сказала ему, коли в вашем сердце будет больше супокоя, и в моем сердце будет больше супокоя, то и около нас будет больше супокоя. Ради братьев моих и ближних моих говорю я, мир с тобой, да, как в нас был, в мне будет супокой, и в других инших будет это больше супокоя, то и в нашем городе, в нашей краине будет больше, и в наших братах будет больше супокоя. Ось, і тому вельми важно, знову, скажем, вельми важна молитва за супокой, молитва – це дар. Ось, ми отримуємо справді через молитву, да, через то, що ми довіряємо йому. І то, що, видите, ми знову вертаюся до школи молитви, якої там шмат конференцій ми, коли 20 конференцій ми з вами ось пережили в школі молитви. І справді, скажем, коли це перша справа, коли там я не буду довіряти Пану Богу, коли я буду тільки казати, вельми, видите, часто люди кажуть, от прошу щось у Пана Бога, і нічого з того не отримлює собі старіший. Оченька, молюся, нічого не отримлює, да? Так само вже казав, колись був свідчив, може, вже в тих катехезах, колись я приїхав до отця духовного, я кажу, так, оченька, отче, нема супокою, я був студентом тоді, ще нема супокою, у мене там щось таке справа було, це було, може, з дипломом зв'язано, чи з іншими речами.
Наприкінці там семінарія ще не було відомо. Я розмовляли ми з біскупом диецезії Шпайер і з ректором, але якби так подвешено сказали, что приезжайте, але так подвешено состоянии было все. Я приезжаю к нему, так отец скажу, нема мені супокою в серці. Нуртує мене щось. І він мені каже, слухай, молись ружанець. Я говорю, отче, я молюсь уже ружанець. Молись еще. Я говорю, я вот тогда приезжал, отче, я молюсь 3 частки ружанца. Молись еще. До того дошло, что я стал каждый день, это, редко бывает, что я не молюсь 1 частку, где там треба було вельми редко. Я кожен день молюсь 4 частки ружанца. И справді это молитва, а Бог в этой молитве, Он приносит супокой, потому что мы завсёды повторяем имя того, кто приносит, кто является володаром супокою, Иисус, да? Не так, скажем, это не обаяковость, там, да, наприклад, я не кричу, ой, там проблема, это не обаяковость, только я попросту справді дав супокой Пану, и я довіряю Йому. Довір родиться, коли ми слухаємо Слово Боже, коли ми переживаем это Слово Божие, коли мы поглубляемся в это Слово Божие, скажем, погружаемся в его, да, и тогда до веры. Вера родится от того, что мы чуем. Это, это Слово Божие. Послание к Римлянам 10:17. І справді, ось, коли ми молимося, то треба з довіром. Псалмісти, ті гебреї, які писали, скажімо, ті псалми, вони були людьми віруючими, справді, і тоді вони вірили, що пан Бог, коли вони будуть просити для Єрусалима, для себе, для інших, то пан Бог справді тим супокоєм їх одарить. Да? 125-й псалом. Так само псалом, песнь восхождения. «Надеющий на Господа, как гора Сион, не подвигнется пребыванием век. Гора окрест Иерусалима, а Господь окрест народа своего. Отныне его век, ибо не оставит Господь жезла нечестивых над жребием праведных, дабы праведные не простерли руки свои к беззаконию. Благотвори, Господи, добрым и правым в сердцах своих, а совращающихся на кривые пути свои да оставит Господь ходить, делающих беззаконие, мир над Израилем». Ось інша справа, да, учинки справедливості, да, коли супокой нам, это ось ми попросим, повинні жити в справедливості, да. «Ибо не оставит Господь жезла нечестивых над жребием праведных, дабы праведные и не простерли свои руки к беззаконию». Достерегает нас псалмиста, как мы не ходили, не жили в греху, как мы не тягнулись до того, что, скажем, дрянное, того, что нас отделяет от Пана Бога. Как мы справді шукали пріоритетів. Перший пріоритет з'являється Пан Бог. Но, на жаль, настільки этот світ зараз вже так само, хіба вже згадував ту справу, наш митрополит, арципастор наш, он вельми часто уживає таке слово, да, моральний релятивізм і секуляризм. Да. Моральний релятивізм – це те, що все односно, да, це там от моральність, там може чоловік вирішати собі, кому что добро мне, то я буду забивать детятка, мне добро будет, там это, я лічу, что это добро, да, что там добро и зло для меня добро, то я не буду ходить в костел, я якраз буду там ненавидеть і інші речі не буду пробачати, різних шмат речей, да, там перекладають справи. Але ось мене тепер предостерігає, да, предостерігає Бог, що він над злими, то, що він має над ними владу, і щоб ми справді не ходили тим беззаконням. «Благодари, Господи, добрым и правым в сердцах своих». Пан Бог справді тим благословляє людям добрым, да? «Совращающихся на кривые пути свои да оставит Господь ходить, делающим беззаконие мира Израиля».
Чоловік сам, коли він сходить на дорогі, то він не має этот супокой, он заглубляет супокой, да, и сам оставляет Пана Бога. Пан Бог любит человека, или не любит греху человеческого. Это правда, тому що в Пану Богу немає греху, і тому ось справа этого супокою, она справа з'являється справою, коли ми просимо, Пані, дай нам этого супокою, то вона так само справа наше життя. Ось як ми живемо, да, і чоловік повинен по волі самого Пана Бога супрацовничати з тим, щоб этот супокой он был на землі, да, щоб він справді був, розширявся на цій землі. Хоча ж сапраўды, ось, ну, такая справа, это супрацоўніцтва з Паном Богом, это такая, ну, нелёгкая, недосконалая справа, да, но мы недосконалы, але дякуючи Пану Богу, дякуючи Ісусу Христу, ми можемо істи до Його. Там сказав, Пан Єсус сам сказав, що ніхто не з'являється більшим, як за наставника вище не знає, або хоче бути таким, як наставник, да, і ми повинні йти до цього, там, щоб ми справді старались бути такими, як наш наставник. Ось, і це вельми важливо, да, вельми важливо пам'ятати об этом, що ми повинні по волі самого Пана Бога удельничати, бути супрацовниками в цій справі поширення супокою. Коли ми хочемо жити в супокої, то ми повинні ділитися цим супокоєм, да? Так само, наприклад, як Євангеліє, коли костьол, це супольність, вона не евангелізує, не свідчить, то вона помирає. Да? І це правда, там ці ахвяровать щось, там, да, ахвяровать свій час, там, своїм ближнім, чи там, наприклад, прийти на ти десь там допомогти комусь, да, там, ось, молитися за тих людей, які не живуть в супокої, щоб свідчити їм, да, удільничати в цій правді. Тому що, ну, знову, і пам'ятати, ми недосконалі, тому що грех у нас є, і тут присутнічає грех. Але Пан Бог хоче, благословляє ось чоловіка того, який слухає його, який супрацовничає, Псалом 128, да, знову та пісні стопні. Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Ось це виконання Слова Божого, да, це, скажімо, Його волі, да. С дорогами ходить Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих, блажен ты и благо твое. Жена твоя, как плодовитая лоза, и дом в доме твоем, сыновья твои, как масленичные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Благословит тебя Господь Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей. И увидишь сыновей своих, и увидишь сыновей у сыновей твоих, мир над Израилем. Знову этот супокой, да, супокой над Израилем, супокой над всем, над новым Израилем. І справді треба попросту пам'ятати, що ми супрацовники, да, як Святой Павел написав, що ми супрацовники Бога, супрацовники в цій справі поширення того супокою, да, несение этого супокою, не глядячи на то, что человек справді слабый, человек справді недосконалый, да, человек справді грешный, но при этот грех присутничает этот грех. Поглядіть, знову вертаємося до Старого Заповіту, коли ми прочитаємо всю книгу Суддів, а я зараз тільки початок прочитаю, раю вам почитати, це вельми така цікава книга, ось книга Суддів. Что там здаралося, да? Перший розділ. По смерти Иисуса вопрошали сыны Израиля Господа, говоря, кто из нас прежде пойдет до Хананеев воевать с ними? И сказал Господь, Иуда пойдет, вот я передаю землю в руки его. Иуда же сказал Симеону, брату своему, «Войди со мною в жребий и будешь воевать с Хананеями,
я войду с тобой в твой жребий. И пошел с ним Симеон. И вошли Иуда в предел Господь Хананеев и Ферезеев руки их, и побили их. На такие, скажем, установление супокою и використання броні, да, это не... Ось, и тогда тут і використовуючи таку бронь, да. И тут люди, они просто грешили, да. И грешили, и доходили, не глядячи на то, что Пан Бог дал им эту землю, в другом разделе, там далее, так. «И пришел ангел Господень из Галгала, Бахаим, и сказал: я вывел вас из Египта, я ввел вас в землю, которую клялся отцам вашим дать, и сказал я: не нарушу завета моего с вами вовек, и вы не выступайте в союзе с жителями земли сей. Жертвенники их разрушьте, но вы не послушали голоса моего, чтобы вы это сделали. И потомству, говорю я, не изгоню их от вас, и будут они вам петлей, и боги их будут для вас сетью». И когда ангел Господень сказал слова сии всем сынам Израиля, то народ поднял громкий вопль и заплакал. И от всего и называет это место Бахим. Там принесли они жертву Господу, и когда Иисус распустил народ, и пошли сыны Израилева, каждый свое дел, чтобы получить в наследие землю. И тогда народ служил Господу во все дни Иисуса и во дни старейшин, которых жизнь продлевалась после Иисуса, а которые видели все великие дела Господни, какие Он сделал Израилю. Но когда умер Иисус, сын Навин, раб Господень, будучи 120 лет, и похоронили его, и в пределе дела его в Авам сарае на горе Ефремовой, на север от горы Гааш. И когда весь народ, он и отошел к отцам своим, восстал подле них другой народ, который не знал Господа и дел его, который Он делал Израилю. И когда сыны Израиля стали делать злое перед очами Господа и стали служить Ваалам, и оставили Господа Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, обратились к другим богам народов, окружающих их, стали поклоняться им и раздражали Господа, и оставили Господа, и стали служить Ваалу и Астартам. И восстал гнев Господень на Израиля, и предал их в руки грабителей, и грабили их, и предал их в руки врагов, окружавших их, и не могли уже устоять перед врагами своими. Куда бы они ни пойдут, рука Господня везде была над ими, говорил им Господь, и как клялся им Господь, и им было весьма тесно. И воздвиг им Господь судей, которые спасли их из рук грабителей их. Ось такая справа была. И коли мы почитаем далее, но это может долго читал, или поглядите, скажем, народ отходил, да, народ жил в греху, и коли вся история судей, она заключается в том, что Бог давал им этих судей, они змагалися, да, і вони, той супокой, який був, який володали, там це входив Иуда, поколение Иуда и поколение Ефрема, там был Иисус Навин, с ними вошли в землю и сдобыли, и там было как бы так супокой уже не воевали. Ось при Иисусе Навине, коли он помер, то стали ходить іншими дорогами, и этот супокой зник. И ось были судьи, да, он давал судей. И воздвигал им Господь судей, которые спасали их от рук грабителей их, да. И судьи, они сдобывали этот супокой, вся эта история, да. Ось они как бы покликанные были, как бы этот супокой, знов был бы этот супокой в Израилі. Але
была вина, это не была вина Пана Бога, только супокой этот тратил Израиль по своей, это вина была Израиля, да, что они поклонялись іншим богам, то, что они забыли Пана Бога, то, что Он, скажем, забыли то, что Он сделал, зробил им, да, и здесь написано, что они не памятали то, что Он им учинил и зробил. І це не було покаранням в такому сенсі, як люди ми вельми часто то сприймаємо якісь наші речі, нашого життя як покарання. Пан Бог хоче, щоб ми вернулись до Його, щоб ми вернулись правди до того, хто з'являється країницею любові, країницею супокою. Менавіта ось тут, коли вони заходили, нападали на них різні народи, то Пан їм показував, поглядите, ви тільки со мною можете жити спокійно, давав їм тих судей. А так само, скажу, это была вина, вина была народа, это не была вина Пана Бога. Пан Бог не может глядеть на злочинство. И дякуючи тому, скажем, были судьи, потом были короли, Саул, да, и выбрал он Давида. Давид, який був, скажімо, вояром, який був, змагався за эту землю, он поширил эту землю, там, да, освободил ее. Ось, и Пан Бог праз Давида, скажем, принес этот супокой, эту землю, коли все зробил Давид. Другая книга Самуэля 7:1. Ось там написано так. «Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его и все в окрестностях врагов его». И далее успокоил. Да, не было врагов, уже там попросту уже был супокоен, дал Давиду супокоен. Давид лічив свою справу законченою, як він увольнив від врагов. Да, але так само его непокоила и одна речь. Далее там, и тогда сказал царь пророку Нафану: вот я живу в доме Кедровом, а ковчег Божий находится под шатром. И сказал Нафан царю: все, что у тебя на сердце, иди делай, ибо Господь с тобою. Но вот ту же ночь было слово Господне Нафану: пойди и скажи рабу моему Давиду, как говорит Господь: ты ли построишь мне дом для моего обитания? Когда я... то уже было, скажем, то, что далее он обещает, что потомок построит такой, да, царь Соломон. Сам он посред королев, он там был таким королем идеальным. Хочешь, на старости годов так само отошел от Пана Бога, як шмат, потом его там королю потомков, да, там подбило ему щось. Але он обещает, Пан Бог обещает про Нафана, что будет король, але уже, скажем, коли мы далее поглядим, то тут будет досконалый король, який построит дом, и дом этот будет Израиль. Это ось Иисус Христос, потомок короля Давида, и он принесе, скажем, и будет збудует такой, наилепший дом, да, для Пана Бога. Сам станется, слово сталося телом, написано, и поселилось между нами, эта слава объявилась в им. И это обещание досконалого короля, який будет королем супокою, ось это менавіта раз Давида, Соломона. Давид, який усмирил, да, Соломон такой, який поширил потом всю эту справу. Ось он сам, да, Шоломо, да, он, его имя можем, скажем, притолмачиться як король мирний. І ось он, при нем был супокой, Израиль разрастался, да, первая книга Хроник Паралипоменона. Ось она, эта книга нам каже 22 розділ, 9 вірш. І пан знову каже
Давиду: «И вот у тебя родится сын, он будет человеком мирным. Я дам ему покой от всех врагов его кругом. Посему имя ему будет Соломон, и мир, и покой, и дом Израилю во дни его». Коли ходил Соломон дорогами Божьими, коли он молился, коли он просил мудрости, да, он не просил ни богатия, не просил ни что, он только просил мудрости. И пан Бог ему сказал: ты то, что не просишь ни богатия, ни якісь речаў, то просишь мудростью, то я дам тебе. И менавіта ось он подчас царя Соломона и было: и у тебя родится сын, он будет человеком мирным, дам ему покой от врагов его кругом. Посему имя его будет Соломон, и мир, и покой дом Израиля. Молитва смирения, да, скажем, под рукой Божией, ось это было, от початку у Соломона было. І потім він сказав, знову був причиною, коли він будував святиню, то заключив супокой з Тиром і поєднав полночне і полудневую частку Израиля, потом это развалилось после Соломона, потому что он грошил, и его сын там грошил, але он аккурат эту участку поєднав. И мы с вами уже разважали над приповестями, и в приповестях есть, пишется о супокое, да, это приповести написал Соломон, який пише об этом, да, супокое, что человек, який пребывает, да, в Боге, то это мудрость является, да. И премудрости Соломона, ось он описывает в своих этих премудростях, да, хотя ж приписывают Соломону, але это так само, это мудрость, супокой является такой мудростью, да, когда человек живет в мудрости Божией, то он является, скажем, является таким носьбитом супокою. Да, ось. То, что это дар Божий, мы с вами вже розважали, а і треба, знову повторяю, що одне вже наприкінці цієї конференції, що да, це дар Божий, який ми отримали праз молитву, да? Праз відносини з Паном Богом. Коли ми довіряємо Пану Богу, коли ми справді живемо Його, а так само, коли ми робимо учинки справедливости, да, коли мы живем по справедливости. И мы повинны так само, да, быть супрацовниками, соудельниками этого супокою, это соудельниками Божьими, супрацовниками Божьими в этой справе, скажем, поширения этого покоя на земле. Ось, да, это супрацовничество, оно не является таким легким. Тому що гріх нам перешкоджає, яка б гріх не перешкоджав, то треба жити по-Божому знову. Да? Ісуса Христа пустити у всі галини нашого життя. Щоб не було злоби в наших серцях, щоб не було непробачення в наших серцях, там, праги помсти, заздрості і інших речей. І тому, о чим і казав, це потім будування тієї святині, коли король супокой, скажем, свои справы закончил, собрал там земли, те, какие были потребны, и Пан Бог дал, обещал, ось то, ожидаючи збудувати святиню, Натан, будучи пророком його, нам Пана Бога, пророком, да, який служив у Давида, то він сказав, роби, що хочеш, але Пан Бог йому сказав, що буде хтось інший. Це перший Соломон, да, яким ми саме це читали, так само ось Соломон, подчас Соломона не было войны в Израиле. Соломон, пока жил с Паном Богом, молился, да, ходил, святыню его збудував. Ось. Але
трэба глядзець далей яшчэ там в этом абяцанні, што он учыніць там дасканалого, да, караля дасканалого, ён пабудуе сапраўдны дом. Это будет Иисус Христос, сам Бог приходит на землю, и сам Бог хочет во все справы наши выходить, когда мы его впускаем, да, он несе гэты супакой. И Соломоне пишет, али там далее, о далейшем короле: «И он построит дом имени моему, и он будет моим сыном, я буду ему отцом, утвержу престол царства его над Израилем навеки». Вот. И этим вечным королем является с досконалым Давидом, да, досконалым, скажем, давцом супокоя является Иисус Христос. Когда мы родословную Иисуса Христа читаем родовод Иисуса Христа в Евангелии паводле Матфея, то там есть написано 3 разы повторяется 14 родов, да, 14 родов, 3 раза одного, там ось. Менавіта 3 разы это досканаласць, да, там найлепшай, да, нема на мове габрэйскай суперлятива, я уже тоже казал. Есть, ну, как, например, на беларускай добрый, лепшай, найлепшай, то ці святый, самый святый, найсвятейший, да, найсвятейший, да, мы кажем найсвятейшая Панна Мария, да, она самая святая, да. Еврей скажет «Кадош, Кадош, Кадош», святый, святый, святый. Тому ось 3 раза это имя этого Давида, 14 это поводле, так записываются личбы в гебрейском алфавите, литерами. 14 Давид, это досконалый Давид, який сапраўды прынесе супакой, да, это ось будет сапраўдным супакоем, але трэба сапраўды жыць гэтым, жыць то, што Пан Бог нам открывает. Просить гэта, да, дай нам, Паню, супокой, дай, каб я мог жить в супокое. Нехай Пан Бог вас наполняет этим супокоем, Пан Иисус наполняет этим супокоем. Тем больше зараз читания такие есть. Сегодня было «Супокой даю вам», да, Пан Иисус сказал. Не такой супокой, как свет в Евангелии. Тому сапраўды мы павінны, чалавек, калі там хочаш быць шчаслівым, то мы павінны быць людьми супокою. Дякую за то, что вы разом з нами были. Дякую за таксама за ваши ахвяры, за ваши молитвы. Нагадываю вам, что Радіо Марія утрымліваецца сапраўды з ахвяраванняў ваших. Ось, и радостно вдавцу благословляет, любит Бог, так святой Павел написал. Прошу вас о молитве за Радіо Марія, так само, каб могли утрымліваць, далей это развивать, не утрымліваць, когда развивать эту справу Радіо Марія. Прошу вас так само падтрымаць нас ахвяраваннями вашими. Як это можно учинить, то можно это прочитать на нашем сайте Радіо Марія Бай. Чи это будет через систему РИП, чи это будет через СМС, чи это будет по телефоне, по городским телефоне, наступным разом по телефону скажу. Ось, і нехай вас Пан Бог благословляє, каб ви сапраўды жили в супокої, каб супокой панував в ваших серцях. Хвала Христу! Катехеза з князем Олександром Фоміних на хваля Радіо Марія.